До закрытия автозимников все труднодоступные и отдаленные наслега Якутии должны быть обеспечены запасами продовольствия и социально значимыми товарами первой необходимости до начала навигации 2022 года. Такую задачу перед правительством и республиканским оперштабом 29 марта поставил глава Якутии Айсен Николаев. Тем временем работа компании «Железные дороги Якутии» на станции Нижний Бестях идет в штатном режиме. Во избежание очередей предприниматели получили возможность отслеживать прибытие вагонов на станцию для оперативной отгрузки. Правительством республики принимаются все меры для своевременной доставки продовольственных товаров и материалов до закрытия ледовой переправы. Перед закрытием переправы мы, конечно же, включили все резервы возможные для обеспечения своевременной выгрузки товаров народного потребления и перевозки их на город Якутск. Значит, на сегодняшний день, конечно же, под товарами народного потребления мы имеем в виду продовольствие, корма для птицы, для другого домашнего скота. На сегодняшний день 150 вагонов находятся на инфраструктуре АО АК «Железные дороги Якутии». И все вагоны с предельными сроками доставки мы до начала апреля, то есть до 5 апреля, мы выгрузим, ну и, соответственно, выдадим грузополучателям. Ну и, соответственно, и уже с этого момента до 10 апреля пойдем с опережающими темпами, то есть уже будем доставлять груза раньше сроков, которые прописаны в договорах. Вот. И до 10 апреля все заявки, которые оформлены, значит, грузополучателями со сроком доставки до 10 апреля, мы гарантированно выгрузим и обеспечим перевозку до города Якутска. Алексей Александрович, скажите, пожалуйста, вот сейчас в Якутии идет по железным дорогам Якутии около 2000 вагонов, 1500 направляются прямо в Якутск. Какие меры предприняты для своевременной выгрузки, то есть для убыстрения процесса, для логистики? Ну, вы знаете, у нас увеличен парк магистральных локомотивов для того, чтобы своевременно доставлять поезда до станции Нижний Бестях. У нас выработана, значит, одна позиция и технологии работы с ООО РЖД, с нашим соседом Дальневосточной железной дороги. То есть мы обеспечиваем своего рода порционный прием вагонов груженных, следующих до станции Нижний Бестях. Значит, и кроме этого обеспечиваем передачу порожних вагонов из-под народно-хозяйственных грузов, принимаем груженные вагоны с углем и передаем их в Дальневосточную железную дорогу. Значит, кроме этого, у нас на станции Нижний Бестях работает 3 маневровых локомотива в этот период для того, чтобы обеспечить своевременно фронты выгрузки. Следует обратить внимание на то, что вот из общего количества вагонов, следующих в адрес Центральной Якутии, это более 1000 вагонов, доля продовольственных товаров и кормовых, она составляет на самом деле небольшую долю. Это порядка 150-200 вагонов, которые мы гарантированно сможем выгрузить, ну и, соответственно, доставить до грузополучателей. В этих более 1000 вагонов надо обратить внимание, что идет топливо, идут строительные материалы и так далее. А мы тоже обеспечим их своевременную доставку до грузополучателей с учетом сроков доставки. 10 марта мы создали оперативную группу в Министерстве транспорта с участием представителей акционерной компании «Железные дороги Якутии», значит, филиала РЖД Дальневосточной железной дороги. Также у нас присутствует в этой рабочей группе управление автодорог республики. Это как раз те, значит, специалисты, которые мониторят работу автозимников и ледовых переправ на территории. Что делает это, ну, что мы делаем в рамках этой опергруппы? В ежедневном режиме мы работаем, здесь мониторим, значит, деятельность выгрузки народохозяйственных грузов на станции Нижний Бестях. В ежедневном режиме здесь работают специалисты Министерства транспорта, железных дорог Якутии. Мониторинг, можно сказать, ежедневный. Плюсом в ежедневном режиме мы проводим заседания, решаем оперативные вопросы непосредственно в этой опергруппе. С прошлой субботы, значит, зам руководителя департамента железнодорожного транспорта у нас находится в командировке непосредственно на станции в городе Алдан и, значит, с выездом до Нерюнгри. Также мониторится и контролируется, значит,
перевозка железнодорожным транспортом грузов первой необходимости, да, которые направляются сюда, на станцию Нижний Бестяк. Как уже сказали, что да, мы обеспечим полную, значит, гарантируем, как и железнодорожные, и, значит, специалисты железных дорог Якутии, гарантируем доставку своевременную сюда на станцию, а затем уже по, значит, по переправам до города Якутска жизненно необходимых грузов. В ежедневном режиме мы получаем сводную информацию о состоянии, о текущем состоянии автозимников, автомобильных дорог, переправ ледовых, следим за обстановкой по снижению грузоподъемности и так далее. Вот, работа ведется. Какие примерно сроки у нас снижения грузоподъемности первоначально и конкретно последний этап, когда у нас? Ну, они у нас практически, получаются разные по зависимости от автозимника, от ледовой переправы. В целом же ледовая переправа, та, которая вот обеспечивает перевозку грузов со станции Нижний Бестяк до города Якутска, у нас действуют две переправы. Одна федеральная, которая поэтапно будет закрываться до 15 апреля. Значит, снижение грузоподъемности ожидаем с 1 апреля до 30 тонн. И далее, значит, по датам тоже также будут мониториться со стороны, значит, управления федеральной автодороги Вилюй. Они мониторят эту дорогу, также нам информацию предоставляют. Наше управление автомобильных дорог мониторит переправу на Павловск-Хатас. Здесь мы не планируем снижать, да, поэтапно. Мы сразу планируем закрывать переправу 15 числа. Ну, то есть это то, что идет в планах, да. Но зависит тоже все от погодных условий, от интенсивности передвижения и так далее.